Офицеры одного из подразделений дивизии, дислоцирующейся близ Владикавказа, на свой страх и риск помогали ингушам. Были и те, что в открытую высказывали свое мнение по поводу происходящего. Россия-то здесь получилось, что она приняла какую-то одностороннюю сторону. Да. И вот по их телевидению, что интересно, самое меня интересует, пропаганда идет в одну сторону. Что ингуши бандитские формирования, потому что в первый день уже ингушей здесь никого не было. Здесь стариков так убивали одних. Осетины, да? Да. Вооружение вот у ингушей какое было, как вы сами видели? Реально у них легкое вооружение только было. Легкое. А со стороны осетин? Со стороны осетин у них полностью гвардия была вооружена. БТРы, тяжелые крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. Я считаю, что мы, вот наша дивизия конкретно, чтобы мы предали этот народ, который здесь находится. Реально надо было в первые же дни дать команду, чтобы мы здесь охраняли людей. Татьяна, после того, как ваш муж высказал свое мнение по поводу конфликта по центральному телевидению, что произошло? В общем, мне пришлось увезти детей в Львов, потому что со стороны нашего начальника штаба были угрозы. Он постоянно спрашивал о их здоровье там. И, короче говоря, конкретно было то, что нам надо их срочно отсюда увозить, потому что я чувствовала опасность. Я не могла их в школу послать, у меня ребенок целую четверть не учился в школе. Вот. Потом, значит, мы уехали с мужем, увезли детей. Буквально на следующий день после нашего отъезда на имя командира дивизии полетела депеша, что муж забрал семью, получил пистолет и в неизвестном направлении скрылись. Полностью всей семьи, что надо там всесоюзный розыск объявить. Нам подкладывали записки, что вы смотрите, мол, что вы тут приютили ингушей, что у нас жили ингуши во время войны. Вот. В общем, все беды у нас вот в основном и после войны получились. Нам не дали квартиру, мужа понизили в должности. Вот ваш муж помогал ингушам, он высказал свою точку зрения по поводу войны. Что это осетины против вас были так настроены? Они вам угрожали? И что начальник штаба, он тоже осетин? Да, начальник штаба осетинской национальности. Он нам постоянно подчеркивал в том, что вы живете вот на нашей земле, что вы не забывайте, кто вы, а кто мы, и что ингушам не надо не помогать, ничего. Неужели руководство дивизии не могло защитить российского офицера? Или они просто не хотят это делать? Ну, вы понимаете, это все, как сказать, никому до нас дела нету. То, что мы пожаловались, это пожаловались, а то, что никто это не воспринял серьезно, так это все однозначно, потому что сплетен было очень мало, разговоров было много, то есть разговоров было тоже очень много. Но кто такой капитан советской армии? У нас таких офицеров много, и поэтому ни до кого, им нету до нас дела. Вот мы, как говорится, здесь, я считаю, что мы здесь люди незащищенные. Вот особенно сейчас, вот во время войны.